Добрый вечер. В эфире ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. И вначале коротко о главных событиях. Стартовала предновогодняя акция на ГТРК ИР. Персональным Дедом Морозом выступил президент Алан Гаглоев. В рамках военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Южной Осетией Минобороны получила первую партию обмундирования. Хорошая подготовка и напряженная борьба стали известны имена победителей турнира по армрестлингу среди юношей и девушек. На ГТРК ИР стартовала традиционная предновогодняя акция «Моя новогодняя мечта». В рамках акции новогодние пожелания детей из школ-интернатов, детей-сирот, а также детей военнослужащих, погибших в зоне СВО, будут исполнять все неравнодушные граждане. Сегодня исполнить пожелания детей на гостелевидении пришли президент Алан Гаглоев, председатель правительства и спикер парламента. Президент Алан Гаглоев принял участие в традиционной благотворительной акции «Моя новогодняя мечта». В этом году на праздничной еле были развешаны письма от детей из школ-интернатов, детей-сирот, а также детей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Алан Гаглоев поздравил всех с наступающим праздником, отметив, что Новый год – время чудес, и пожелал всем детям исполнения загаданного. آل صابی در یخی و منچن خطا شمه دوگ مرسته خورزر دمی و مسن رسوخ سن بمبا خلار کنم بوزنگ مفنده زغن منه نفرس ما شو ایرون لپور شو رسوخ جزگ منه چی در ایترا بونر بطن بلی شمه ها شو رسول مجال یوم آواجم یوم جخایاد رایسم اما یوم نکس در تنقل جک جینا در خستم نوگازم. Глава государства снял с елки 10 писем, в которых ребята поделились своими мечтами и новогодними желаниями. Пожелания у детей самые разные, от спортивных костюмов и книг до современных гаджетов. Каждое желание, по словам президента, будет обязательно исполнено. Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Догузов Владик. Я учусь в школе-интернате в 6 классе. Мне бы хотелось получить в подарок школьный костюм. Рост 158 синего цвета и туфли размер 39. Спасибо тебе большое. Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Игоев Радислав. Мне 10 лет. Очень хотелось бы получить на Новый год телефон. Спасибо тебе, Дедушка Мороз. Радиславан, я телефон фахачек индустрия. Намангейдар. Дети просят у Деда Мороза не только одежду, сладости и гаджеты. Некоторые письма трогают до глубины души. Их авторы просят, чтобы быстрее закончилась специальная военная операция и во всем мире наступил мир. 15-летний Дмитрий Табуев, сын героя, павшего в зоне проведения СВО, отказался от подарков. Взамен попросил отправить от его имени в зону СВО гуманитарную помощь бойцам батальона «Шторм Осетия», где служил его отец. Дмитрий Шауко Декане Невакоса Эмангайдар и Майя Балиша Хаскунда Шауджинис. К новогодней акции «Моя новогодняя мечта» также присоединился председатель правительства Константин Джусуев. Он выбрал 7 писем с пожеланиями. Дети просят на Новый год велосипеды, планшеты и смартфоны. كمان شخودته يزال عضونا يكون شبخي بكرة بالدولار من أنا صبيتان أنا في استيتم في استوي ميتن دولار بس مخص كان يستنشق بس فخد شوي ميتن دولار هوش في استيتم مثلا فهمت сохранена. Дорогой Дедушка Мороз, прошу вас принести мне на Новый год смартфон Xiaomi Redmi Note 14. Заранее спасибо. Гасев Дмитрий Багратович. Семья погибшего тоже на СВО. Председатель парламента Алан Марьев также исполнит желания детей-сирот. Милана Багаева в 4 года мечтает о детском планшете, чтобы смотреть любимые мультфильмы. А Алан Джусуев попросил у Деда Мороза боксерскую грушу, шлем и костюм. Председатель парламента подчеркнул, что каждое желание будет обязательно исполнено.
parlamenta deputatın omeyder, mamaxin omeyder, rorfakanun nem bastaktan, erbolawga, nawegdu amin do nxsaz amozabul nishatan. Fandima zagen shamay, olle irun khajor madar, olle irun binuntan, fetchogdar, erkhasson ugoz nani jinot, omonche jinot, ma bira khurjinatan. Man nimi ogayto, sober jinot, bola vorkamet. Karajin borgajinot, ama yıllar olkamandarna na podeta şulaputin mastı na afsamarti mahudun nugoz cebakhayn anizay ama nafet belazay sabinuntel mashahat sahajartel she سنبالوی هیامون من رابطه میادشتر خوشم نمن گیدر نه کس در تفهم فقط جکم جسته میتم دادم اما میتم چیزگم شمیسن سخست کنوی. В новогодней акции приняли участие руководители всех министерств и ведомств. Телевизионный проект реализуется при финансовой поддержке президента республики и проводится ежегодно. Он объединяет сотни людей, желающих подарить новогоднее чудо детям, которые особенно нуждаются во внимании и заботе в преддверии Нового года. В новогодней акции могут принять участие все желающие. Для этого необходимо прийти в здание ГТРК ИР, снять с елки письмо и исполнить желание детей. Стелла Бязарова, Азамат Кудзев, Алим Батеев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. Ваша работа не просто профессия, это призвание, требующее высокой квалификации, ответственности и самоотдачи. Президент Алан Каглоев поздравил энергетиков с профессиональным праздником. Энергетика – основа нашего общества, ключ к развитию экономики и обеспечению благополучной жизни наших сограждан. В условиях постоянного роста потребностей и новых вызовов вы демонстрируете высокую степень профессионализма и преданности своему делу, ежедневно обеспечиваете стабильную работу энергосистемы Республики Южная Осетия. От всей души благодарю вас за мужество, проявленное в экстремальных условиях работы, ответственность и преданность избранному тяжелому пути, говорится в поздравлении. В рамках военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Южной Осетией в Министерство обороны Республики будет осуществляться поставка необходимого товара военного назначения. На сегодняшний день военнослужащие получили первую партию в виде комплектов одежды. Отметим, что в комплект полевого обмундирования на одного человека входит несколько пар одежды. В рамках военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Южной Осетией в Министерство обороны Республики начались поставки продукции военного назначения. Первая партия – это имущество вещевой службы. Весь личный состав Министерства обороны будет оснащен комплектами одежды на все сезоны. Благодаря первой поставке мы весь личный состав вооруженных сил можем одеть в так называемый всесезонный комплект полевого обмундирования. Самый современный комплект обмундирования, выполненный из современных материалов. Это обмундирование, в которое экипируются военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, в первую очередь подразделения специального назначения. Разработку и изготовление комплекта начали в 2011 году. Реализацией масштабного проекта занимается швейная компания БТК Групп. БТК эту форму разработала. Первые поставки вооруженных сил Российской Федерации были осуществлены в 2013 году. Форма прошла обкатку, в том числе в условиях ведения боевых действий, и зарекомендовала себя с самой положительной стороны. И самая последняя разработка – это комплект ВКПО 3 и 1. Благодаря достигнутым договоренностям, буквально 10 дней тому назад в Южную Осетию поступила первая партия этого обмундирования. Требования Министерства обороны России к разработке и изготовлению обмундирования очень высокие. Прежде всего, форма должна быть комфортной. Военнослужащий должен себя чувствовать в этой форме уверенно. При выполнении действий в условиях ведения боевых действий он не должен испытывать дискомфорта. В то же самое время очень большое внимание уделяется вопросам безопасности военнослужащего, маскировочным свойствам, эргономичности этой формы
И эта цель была достигнута. Я могу сказать, что это лучшие образцы, которые значительно превосходят по своему качеству, по своему исполнению лучшие мировые образцы. Во всесезонный комплект полевого обмундирования на одного человека входит несколько пар одежды. Каждый военнослужащий получит форму на все сезоны, термобелье, а также летнюю и зимнюю обувь. Это все, что вы видите, вот на 3 столах разложено, это все экипировка одного военнослужащего. Я уверен, что в такой форме одежды наши солдаты, сержанты и офицеры гораздо лучше будут выполнять свои обязанности. С сегодняшнего дня военнослужащие вооруженных сил будут нести службу в новом обмундировании. Уже утром на плацу военного ведомства состоялся смотр личного состава. Анжела Кукоева, Фатима Чочева. Информационный выпуск сегодня. 15 декабря – день рождения известного ученого-филолога, профессора Васу Абаева. Для мирового научного сообщества Василий Иванович Абаев – крупнейший лингвист, иронист. Его труды – наследие для народа Осетии. Имя его стоит в одном ряду с национальными героями. С именем Васу связана целая эпоха в российской лингвистике и иронистике. Сегодня представители научной и творческой интеллигенции, студенты возложили цветы к памятнику ученого. В честь 125-летия со дня рождения выдающегося остинского и российского ученого, языковеда и ирониста, профессора Васу Абаева состоялась церемония возложения цветов к памятнику ученого. В мероприятии приняли участие представители научной и творческой интеллигенции, Министерства культуры и студенты Остинской филологии Юго-Остинского госуниверситета. Председатель Союза писателей Южной Осетии Мелитон Казиев отметил, что имя Васу Абаева имеет особое звучание для остинского народа. Yenus ofandagel afardagi چی دیافته خمات جنفاز ورنسنادم خودساون ارتا چیریکوز ارتا سراغن سوزنز مکسود واسو در ارتا نوسه راسدی ارتا نوسه яном نوختا яном айкосен кутта айкости энакан дуне. Васо является феноменальной личностью для Осетии. О его вкладе в изучение и развитие остинского языка должен знать каждый, отметила профессор Зоя Битарта. Иронадемен, финтесем, октябрбала варкутта, нисфелдисек костай. Уйведи теллек, фазеже адам сателлек фивснайдз. اما قصای دروت سبون ومن ربطه اما ارخاستا ما خان ایران زرده اما ایران افزاج تلک فلا آقود ما کنود فنتسم بکابر ربطه وصوی سمی وصو فقط سکنه نوک سردمه نوک دونیمه نوک افزاگ زون نادمه سدریتر قصدا قدتا زاختا و دون ایولدر واسو و goymak, isterdissađe goymak. Ujvedi alamettak, lingvist, filolog, nifolog, filosof. Ama vatsegen humanitarije yufhedez dakhtarnay vaso ya ester ama نارجن فد كم نوقتا أما ينخص في داري كم نزختا. Декан факультета Остинской филологии Госуниверситета Инга Тибилова отметила, что Васу Абаев был ученым с мировым именем. Его вклад в науку трудно переоценить. Васу энведи яхи сарма гундуни, зона дундуни. Научи зона де Васу стылкахцев сарыста. Сарыста армаст якустатайна фала یا نوارجن من بیتارم راست وقتا نوارجن فیدار نخواسی زوناده واسوی کست تمیز که کسین ود قدرت آرخ آنو غلن متصدر و ور مخی رات شخصن مزاقن آفته آتسی آده ماغن یا یود سارده
я дуне час бирабонтсти саразын. Ватсаган васоцу сарыстая царды, удо коме сарыстайкой bir adam коллективон куст комаудай коя куст тайолдар. Фала васен юнаге яхицам бонтст, уцстер куст баканын. В ходе памятного мероприятия представители научной интеллигенции рассказали студентам о жизни и научной деятельности ученого. Молодежь должна знать о таких масштабных личностях, как Васу Абаев, внесших неоценимый вклад в сохранение и развитие родного языка. Эльвира Тибилова, Заур Устаев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. В честь 125-летия со дня рождения выдающегося осетинского и российского ученого Васу Абаева в научно-исследовательском институте подготовили конференцию. Отмечены выдающиеся достижения ученого, рассказано о его научных трудах. Профессор Зоя Битарта в своем докладе подробно рассказала о жизни и деятельности ученого, а также об одной из основных работ Абаева – историко-этимологическом словаре осетинского языка. В честь выдающегося сына осетинского народа, деятеля науки Осетии и мира ученого-лингвиста Васу Абаева в научном исследовательском институте прошла конференция. Директор Роберт Гаглоев отметил, что научные труды Васу Абаева бесценны. Им опубликованы более 270 работ по теории этимологии и истории лингвистических исследований, иранскому и индоевропейскому языкознанию по различным вопросам общего языкознания. Особое место среди работ ученого занимает исследования в области осетиноведения и нартоведения. Васу Абаев более полувека назад доказал, что нартские сказания по праву считаются наследием осетинского народа. Его уникальные книги, монографии, словари являются настольными книгами многих и многих исследователей языка, литературы, истории из разных стран мира. Наследство, которое нам оставил Василий Иванович Абаев на научном поприще, огромно и уникально. Профессор, кандидат филологических наук, лауреат государственной премии имени Кустахи Тагурова Зоя Битарта в своем докладе подробно рассказала о жизни и деятельности ученого. Одна из основных работ Абаева – историко-этимологический словарь осетинского языка, в работе над которым ученый использовал 159 языков. Васо якостетай сармагундетая фунстовон ирон взаджи историон этимологон зердотай дуня взаг зоненаден захта ирон взаг кайо иттак рагон взаг скифт взаг автамай ирон взаг дуня зингазак таксан фидар бинат сарта. Авторация зердотес пайдакутта саде фензай фарастов заджи эрмагай феноменалон куст эртеназы дерхе. Аце дитаникон куст растар уменерцет талмац англисак взагме. Васо зонин зинеттем тернен эрзейра хаста, хотсавай эрзерстеме федзерст эрцет. Видный юго-осетинский ученый, историк, государственный и общественный деятель Мурат Джиоев отметил, что если бы ученый осетиновед написал только историко-этимологический словарь, он бы смог вписать свое имя в науку. В принципе, он сам писал, что он вначале мечтал стать философом, но когда познакомился с языком, в смысле с филологом, решил стать филологом. Но очень рано, еще в молодости, будучи студентом, Василий Иванович освоил, так сказать, для себя аксиому, что мой язык – это моя история. И вот эта красная линия проходит через всю его научную деятельность. Все его работы, посвященные различным вопросам осетинской филологии, так или иначе затрагивают и вопросы осетинской истории. Представители научной интеллигенции и участники конференции представили доклады, посвященные выдающемуся ученому. Каждый из них подчеркнул масштаб личности лингвиста. Его имя и труды будут помнить сквозь поколения. Алена Утаева, Альдина Чихоева, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. Стали известны имена победителей турнира по армрестлингу среди юношей и девушек общеобразовательных учреждений Цхинвала. Соревнования были организованы Управлением культуры, молодежи и спорта столичной администрации. Все участники показали хорошую подготовку и интересную напряженную борьбу. О победителях и призерах узнаем из нашего заключительного материала.
Ежегодный турнир по армрестлингу среди юношей и девушек общеобразовательных учреждений города собрал огромное количество участников и зрителей. Соревнования являются одними из самых зрелищных событий спортивного календаря, отмечают организаторы. Этот год не стал исключением. Спортсмены продемонстрировали хорошую подготовку, напряженную борьбу. Каждая схватка армрестлеров сопровождалась возгласами друзей и родственников. Они пришли поддержать спортсменов, подсказать правильную тактику. Ребята настраивались на каждую схватку, разминали плечи, готовились психологически. Наш турнир организатору Управление культуры, молодежи и спорта администрации города Цхинвал. Я разум бойдем, але аздер традиционный турниру, меджихая дисим бойденч город школата. Хай чисен чисто мелапута. Июль дарим участник тесты 135 участников сты. Она больше так не бойдем. Сахи жабях зараница фигусин кен бойдем. Меджихая дисим бойден чало школалар. Az medje filder участник тавен бойдем. Тинга гал макасин бойден чи вен ош турнир. Соревнования традиционно проводились между спортсменами в нескольких весовых категориях. Многие из них уже становились участниками республиканских и всероссийских турниров. В числе спортсменов те, кто регулярно показывает высокие результаты и вдохновляют других ребят. Их успехи говорят о том, что спорт для них не просто увлечение, а образ жизни. Ervin's Olania, ma дортаршат таканескафума. Махитем джахшат такут наш соревнование там. Не менее эмоционально прошла женская часть соревнований. Спорт – это не только про силу, но и про характер. И сегодня девушки показали, что характер у них железный. Профессиональная заниматься кангоротея, фела армрестлинг дармазардам шамаджал хоттар росин ход. Кабасту маш соревнования ходища, влад махилку сумбайту шамай в чобнат росин. По итогам соревнований определились победители в каждой весовой категории. Кроме того, по результатам общекомандного зачета первое место заняла школа-интернат, второе – школа номер 1, а третье – школа номер 2. Турнир завершился торжественной церемонией награждения. Победители получили кубки, медали и памятные призы. Соревнования по армрестлингу вновь доказали, что спорт объединяет. Ребята знакомились со сверстниками, делились впечатлениями, опытом. Для многих турнир стал не только проверкой на выносливость, но и первым шагом на пути к спортивным вершинам. Дарья Хурьева, Аида Кочева, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В Знаурском районе переменная облачность, днем плюс 4, ночью минус 1. В Цавском районе пасмурно, снег. Днем плюс 2, ночью 3 градуса с отметкой минус. В городе Квайса также пасмурно, снег. Днем минус 1, ночью минус 5. В Ленигорском районе переменная облачность, днем плюс 4, ночью минус 1. В столице республики в Цхинвале также переменная облачность, днем 3 градуса тепла, ночью минус 2. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.